Усилить контроль за качеством школьного питания потребовал глава Башкортостана Ради Хабиров. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве. Нарушения есть, но они не носят повальный характер, отметил он. Обсудим тему прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Лида Исаргакова. Лида Сагитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как вы можете прокомментировать заявление главы республики о том, что нужно усилить контроль за качеством питания? Да, буквально на этой неделе глава региона актуализировал ту проблему, которой мы занимались уже с прошлого года. С ноября месяца Общественная палата провела мониторинг, продолжила мониторинг в январе, буквально 29 января мы завершили мониторинг, в котором приняли участие 8,5 тысяч родителей. И надо сказать, что подключились к мониторингу 95% муниципальных образований региона, это 60 городов и районов. Нужно сказать, что 70% практически довольны качеством питания, разнообразием меню. Лишь 27% выражают недовольство меню, причем не полностью, не всем меню, а конкретно. Где-то не хватает фруктов, где-то еда подается холодной, где-то подается очень горячей, где-то очень короткие перемены, дети не успевают качественно позавтракать, пообедать и так далее. То есть вот такие мелкие замечания, которые имеют место быть. Причем были такие предложения, пожелания, чтобы разнообразить меню национальной кухней, а конкретно башкирской, татарской. Были и такие пожелания. Где-то говорили, что необходимо увеличить количество дней, когда выдаются фрукты, какие-то предлагали отказаться от рыб вообще в меню, поскольку детям якобы это не нравится. Но здесь нужно сразу оговориться, что все-таки мы опрашивали родителей, а родители отвечали со слов детей. Поэтому насколько это достоверно на 100%, здесь, наверное, будут определенные сложности. Но тот круглый стол, который мы планируем провести буквально на днях, он покажет, поскольку этим вопросом, этой же проблемой озадаченные депутаты Госсобрания, комитет профильный занимался этим вопросом, и мы тоже услышим, каковы их результаты и предложения. Более того, занимался ОНФ, там тоже есть конкретные результаты. И я знаю, что они конкретно бывали в школах. Вот на этапе пандемии нам в школу попасть не удалось, но поскольку этим вопросом мы занялись не стихийно, и не только потому, что в начальных классах стало питание бесплатным, горячее питание, но и определенные проблемы в этой сфере были всегда. Поэтому, когда мы побывали в школах столицы, и не только столицы, мы, конечно, видели, что дети действительно просто не ели, были классами случаи, когда просто все это уносилось в помойное ведро. А с чем это связано? Не могу объяснить, поговорив с классными руководителями, с детьми, которые сопровождают во время питания детей, они говорили, что все-таки дети сегодня современные, они приучены к фастфудам, к пиццам и так далее. И котлета на пару, каша на пару, которая готовится по всем технологиям. Здоровая еда. Да, это здоровая еда, то, что прописывает Роспотребнадзор. Здесь, конечно, их особо не устраивает. Но мы должны понимать, что школьная котлета никогда не будет котлетой маминой. Потому что если дома мы в подавляющем большинстве все-таки жарим, то здесь уже, конечно, все на пару, все, что требует здоровое питание, то, что требует Роспотребнадзор. Поэтому есть вопросы, которые необходимо будет обсудить, но в любом случае радует то, что 70% практически родителей довольны качеством бесплатного горячего питания. Но поскольку глава региона поставил задачу довести до 100%, да, что каждый должен быть удовлетворен качеством горячего питания. Я думаю, что в республике удастся эту проблему обсудить, какие-то пути решения определить. Я думаю, что это абсолютно решаемая проблема. Здесь, наверное, нужно подключать и родительское сообщество, но я хорошо знаю, что во многих школах родители даже выбирают меню. Есть определенные дни, когда они дегустируют еду, выбирают, составляют вместе. Есть, наверное, школы, где родительская общественность не так активна, поэтому есть о чем поговорить. Проблема есть, но не такая категоричная. И, конечно, безусловно, постараемся выработать пути решения, чтобы максимальное количество родителей удовлетворить качеством горячего питания. Но все-таки 70% довольных родителей – это не 70% недовольных да, родителей. Это нас радует. Другая есть картина. Над чем работать. Холодная еда. Действительно ли это так? Вы знаете, я могу сказать, что это может быть действительно так, потому что вот представьте, огромная школа. Сегодня дети в школу, в столовых не дежурят. То есть если раньше к выходу основного состава на переменку бегут в столовую, там все накрыто, то сегодня это накрывальщицы, и никакая столовая не может позволить себе штат официантов, чтобы прямо к выходу разложить все, чтобы все было готово. Безусловно, кому-то еда достанется не совсем теплой, не совсем горячей, так скажем, да. У кого-то наоборот еда горячая.
горячая. У нас были такие замечания. Если 20% говорит, что еда очень горячая, он не успевает поесть, то другие 20% говорят, что еда холодная, и такую еду тоже есть невозможно. Поэтому здесь, наверное, для больших, крупных школ, где штат столовых не такой большой, наверное, эта проблема имеет место быть, но наверняка эта проблема не коснулась тех малокомплектных школ, где действительно накрывают на небольшое количество детей. Лидия Сагитовна, глава Башкортостана отметила, что из федерального уровня республика получает порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей на обеспечение горячим питанием учеников с 1 по 4 классы. И нужен здесь тоже тщательный контроль. Как вы считаете, как может он проходить? Мне бы очень не хотелось, чтобы этот контроль пал на плечи учителей, поскольку это не их обязанность. Их обязанность довести класс до столовой, обеспечить там их дисциплину, безопасно, так скажем, и вернуться уже продолжать уроки. Штат столовых тоже не располагает таким количеством, потом они заинтересованы как раз вот в этом качестве. Но здесь, наверное, остаются какие-то общественные организации, которые могли бы как волонтеры провести этот мониторинг. Наверное, родительская общественность, которая более свободна. Есть родители, которые с удовольствием могли бы этим вопросом заняться. Но этот вопрос тоже можно проработать и, наверное, на определенном этапе все-таки взять определенный период и посмотреть действительно, что не так в этих столовых и что конкретно там происходит. Когда мы проводили мониторинг и его планировали, безусловно, хотелось попасть в сами столовые, как это мы раньше делали, но учитывая ситуацию, нам туда попасть не удалось. Но, в принципе, мы понимали, что не надо как бы этого делать. Поэтому, если возникнет такая необходимость, то, думаю, что будет какая-то рабочая группа, и, наверное, на определенном этапе эту работу можно будет провести. Поскольку еще при каждом муниципалитете есть общественные советы, которые, в принципе, тоже вместе с нами проводили эту работу, оказывали нам содействие, наверное, их тоже можно было бы к этой работе привлечь. Есть волонтеры, которые... постарше волонтеры, которые могли бы, наверное, вот к этой работе, кого можно привлечь. Также рассматривается опыт Московской области, где проводится ежедневный контроль, но особенность в том, что у нас в Башкортостане много многокомплектных школ, больших, да, в то время как в Московской области школы компактные. Вот насколько здесь можно применить этот опыт, да, и действительно каждый день следить за этим качеством, это вообще реально? Я думаю, что 100% охватить все школы вот этим вот мониторингом, вот этим контролем будет нереально, но чтобы определить механизмы конкретно для нашей ситуации, для нашего региона, то, наверное, взять какие-то школы в качестве пилотного проекта было бы можно. Кого туда привлекать, в каком качестве привлекать, по каким критериям это все оценивать, контроль и так далее, наверное, это необходимо сделать для того, чтобы действительно повысить уровень удовлетворенных родителей вот этим качеством горячего питания. Лидия Сагитовна, мы понимаем, что сейчас, по сути, такой мозговой штурм, когда многие министерства и ведомства, также родительское сообщество, образовательные учреждения, да, решают, как же повысить качество школьного питания. Вот какие рекомендации вы можете дать родителям, как они могут подключиться, да, вы как общественная палата, вот кого на своей площадке можете объединить и чьи мнения вам бы были интересны? Я думаю, что как раз вот этот круглый стол 11 числа покажет вообще, какие наработки сегодня в республике уже есть. Люди очень серьезные, депутаты, и ОНФ, и, в принципе, общественная палата. Я думаю, что действительно, поделившись опытом наших наблюдений, наших мониторингов, мы разработаем эти рекомендации обязательно. Но что я сразу могу сказать, это, конечно, работа с родительским сообществом. Какая должна быть здоровая еда и что сегодня требует Роспотребнадзор конкретно от этой качественной здоровой пищи для школьников республики. Не все знают эти критерии, в том числе и по температурному режиму, какой температуры должна быть еда, когда она подается ученикам и так далее, что нужно использовать в рационе школьников в течение недели. Безусловно, там и рыба должна быть, и бобовые и так далее, но сегодня понимаю, что ребенок, который ест дома, а в школе всего один раз, конечно, ему есть чем сравнивать домашняя еда и школьная еда. Но поскольку в школе действительно готовится здоровая еда, по технологиям, по требованиям контролирующих организаций, то, наверное, нужно родителям тоже доводить эту информацию, чтобы родители понимали. И потом еще раз, ведь опрос проводился со слов учеников. Родители отвечали со слов учеников. Я не думаю, что они в последнее время уже в столовую могли попасть. И давайте проговорим тот момент, почему же все-таки президент России Владимир Путин принял решение о том, чтобы горячее питание было для учеников 1-4 классов, да, какое это должно быть питание. И как вы оцениваете вот с начала учебного года, прошлого, ну, получается, вот за эти несколько месяцев, насколько система оказалась эффективной?
По опыту нашей республики. Да, я думаю, что система действительно эффективна, потому что не будем забывать, что действительно некоторым детям удается пообедать или позавтракать горячей едой. Возможно, что не у всех 100% детей удается это сделать дома в силу разных причин. Поэтому, безусловно, этот проект очень востребован, в том числе и в республике. Его нужно развивать и однозначно доводить до 100% удовлетворенности этим питанием. Это можно сделать в республике, потому что потенциал у республики есть. И поставщики, и своя продукция в республике располагать к тому, чтобы действительно сделать качество питания на должном уровне. Обязательно проект развивать. Я думаю, что через какое-то определенное время результаты будут. Но вот если даже сравнить наши результаты, нужно сказать, что в ноябре еще определенная часть родителей была недовольна. А вот уже сейчас, когда мы посмотрели в январе, все-таки количество, хоть и не на большой процент, но увеличивается, потому что результаты были разосланы профильным ведомством, это Министерство образования, Министерство торговли. Видимо, в любом случае работа была проведена, и все-таки родители уже, претензий становятся меньше. И пусть там на 1%, на 2% результаты улучшаются. Я думаю, после нашего круглого стола, когда информация действительно разойдется однозначно до поставщиков этих услуг, те, которые работают за деньги, они, безусловно, должны прислушаться к тем рекомендациям, которые будут выработаны. Я думаю, что где-то в апреле месяце мы еще раз проведем мониторинг и очень надеюсь, что результаты будут гораздо лучше. Ну и здоровая еда – это означает здоровое поколение детей. Так, безусловно. Спасибо большое, Лидия Сагитовна, за то, что пришли сегодня к нам на программу интервью. Мы говорили о школьном питании для учеников в 1-4 классах, о горячем питании вместе с заместителем председателя Общественной палаты Башкортостана Лидией Саргаковой. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.